Зира Шумаз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Рад приветствовать сегодняшних участников беседы. Тенгиз Джопуа, Астамур Ахба, Ахрарста, Ливан Мика. Общественная палата у нас по левую руку от меня, общественные деятели по правую руку. Сегодня мы будем говорить о туризме. Туризм как двигатель и как вызов. Постараемся остановиться на мировом опыте, какие страны с какими проблемами сталкивались, какие успешные примеры есть и куда двигаться Абхазии. Думаю, что никто не будет отрицать, что туризм является локомотивом для нашей экономики. И такая очень важная сфера, поэтому мы вступаем в лето, ждем туристов. Большинство из них, конечно, из Российской Федерации. И помимо туристов к нам еще приходит и российский бизнес тоже. Не узкороссийский, а бизнес, который представлен в разных странах. И вот в таком контексте мы сегодня будем обсуждать эту тему. Я по традиции сразу передам слово гостю, который реже бывает в нашей студии. Астамур, у тебя опыт работы и в государственных органах, и частный опыт есть. И до эфира мы говорили, живо говорили о так называемом демпинге. Поэтому, если можно, начнем с этой темы, потому что часто обсуждается, так ли это на самом деле, или есть другие какие-то нюансы, которые обычные зрители или даже мы не знаем, не понимаем. Поэтому, Астамур, добро пожаловать в нашу студию. Бзилова обед шазнак. Ажва. Ну и я хочу напомнить, что мы подписываемся на Апснахабар. У нас беседа, где каждый может прерывать с уважением, вступать в дискуссию, если будет такая необходимость. Поэтому начинаем нашу беседу. Надеюсь на очень интересный эфир. По туризму здесь многие задействованы, только я. Сейчас спасибо, что передаете первое слово мне, но вы начали с того, что мировой опыт, да, как сегодня. Да, мы осваиваем в основном те площадки, которые были освоены во времена царской России, после царской России, то есть если мы говорим о туризме, после царской России, после установления советской власти, в основном, вы знаете, да, в 30-е, 40-е годы были тоже построены ряд объектов, но основное развитие пришлось в 60-е, 80-е годы. Ну, потому что уже после развала Советского Союза. Но многие сегодня наши сограждане или участники также ссылаются на те или иные данные или цифры. Конечно, на мой взгляд, это надо понимать, и, конечно, эти времена надо вспоминать по другим направлениям, как рекреационные зоны осваивали и насколько туристические потоки тогда контролировали и регулировали. Но тогда мы с вами представляли одну большую страну. Но сегодня у нас маленькая страна, которая сама регулирует и восстанавливает ту политику развития туризма, так скажем. В основном эта политика тоже происходит за счет участников рынка. И мы все должны понимать, что сегодня турист сам уже, исходя из своего бюджета, он выбирает тот или иной объект или место, где он хочет отдохнуть. Конечно, когда мы ссылаемся на цифры Советского Союза, мы понимаем, что у нас более 140 объектов размещения было, и в среднем на один объект приходилось тогда, если брать там, от 200 до 300 номеров, даже может меньше. Потому что 40 тысяч койко-мест тогда говорили. Но сегодня тоже уже надо от понятия такие койко-места надо уходить. Сегодня мы должны в основном говорить номерной фонд. Если мы говорим о номерном фонде, мы должны понимать, какие категории номера нужны, актуальны на рынке и какие отели должны быть построены. Но в советское время также Абхазия позиционировала как здравница. То есть имеется в виду, здесь ряд санаторно-курортных услуг оказывали. Сегодня я смело на эту аудиторию
озвучу, что даже заявленные объекты, так называемые санаторно-курортные объекты, не оказывают те или иные санаторные услуги, которые должны быть. К сожалению, есть объективные, субъективные причины, потому что этот спектр вообще выпал в Абхазии. Надо понимать, что чтобы эти услуги вновь возвращать, это долгое время и связано с тем, что подготовка кадров или привлечение тех или иных специалистов, которые находятся в других странах, также в Российской Федерации. Но если мы будем брать Российскую Федерацию, в основном это Крым, Северо-Кавказский регион, занимается санаторно-курортными услугами. Ну, в Сочи тоже есть, но не столько много объектов. Специфика работы совершенно другая. И согласно строительству этих санаторно-курортных объектов, как раз СНИПы, все вот эти разграничения территории, они как раз загоняют ту или иную зону или кластер, будем говорить, чтобы особо не расширять, чтобы рекреационную нагрузку не увеличивать. А так, если говорить о количестве сегодня имеющихся коллективных средств размещения в Абхазии, есть которые на самом деле смело на 3 и на плюс 4 звезды можно отнести. Это имеется в виду инфраструктура отеля, самого отеля. Но помимо этого, чтобы еще, вот очень много сейчас в последнее время говорят в обращениях о классификаторах гостиничных комплексов. Это классификаторы, и речь имеется в виду о звездности. В основном это делается для потребителя. Это основную задачу выполняет для потребителя. И, во-первых, когда мы говорим о классификации объекта размещения, также подразумевается, какие специалисты должны работать в этой гостинице. Знания, навыки, какие должны они знать. Ну, вкратце об этом. А если мы говорим о мировом опыте, то каждая страна, прежде чем какой-то кластер развивать или рекреационную зону определяет, то есть в этом направлении, когда они выходят, они всегда изучают, сколько граждан готовы работать, созидать в гостиничной сфере, и сколько специалистов страна имеет. Если даже привлекая инвесторов, вы должны понимать, каких специалистов должны приглашать. Мы должны понимать, что когда приглашаем инвестора, тоже инвестору тоже интересны трудовые и квалифицированные кадры в том или ином районе или в регионе находятся, потому что также инвестору завтра будет интересно привлекать местных граждан, если они имеют навыки и знания. Здесь параллельно надо говорить о системе образования согласно международным стандартам, профессиональным стандартам, которые должны разрабатываться и в котором направлении мы должны двигаться. Ну, в процессе, я думаю, что еще мы будем обсуждать, говорить, да, о касаемо по демпингу. Да, демпинга. Ну, сегодня тоже, когда мы говорим о демпинге, многие в споре начинают, и многие думают, что я лично за себя говорю, когда какие-то доводы начинаю приводить, они думают, что я чьи-то интересы представляю. Абсолютно я ничьи интересы не представляю, кроме интереса абхазского народа и абхазского государства. Но так огульно обвинять участников рынка тоже неправильно. Сегодня те ательеры, которые зачастую обвиняют братьев сеченовцев, я не в защиту их сейчас, они обычные ательеры, которые сегодня взяли такие депрессивные, то есть рентабельные объекты, которые долгое время находились на балансе Республики Абхазия. Они выступили в качестве инвестора, привлекли инвестиции, ряд объектов восстановили и дали импульс развития гостиничного сектора в Республике Абхазия. Но они, когда пришли на рынок, уже механизмы, которые ранее другими участниками, которые были созданы, они с этими механизмами столкнулись. Потому что после развала Советского Союза, ну, вы понимаете, в советское время основным поставщиком туристов являлся или организация «Интурист», или профсоюзная организация. Да. А после, вы понимаете, мы были с вами в закрытой зоне. Мы с вами так свободно не могли пересекать российско-абхазскую границу. С логистикой у нас были проблемы, с информационным
подаче информации тоже были сложности. То есть, вы понимаете, очень дорого обходилась Республика Абхазия информировать о достопримечательностях или информационно сопровождать по федеральным каналам. Ну, знаете, также сегодня мы с вами пользуемся интернетом, практически этого не было. И тогда вот в качестве туроператора выступили наши соотечественники. Это Мария Соновна Бицба, Мадина Владиславовна Арзенба и Елена Родионовна Лова. Вот они в основном выступали и 90-е, ну, практически до 2000-х годов, можно сказать, в основном они были. Потом, конечно, их коллеги, партнеры, которые также с ними сотрудничали, приходят на абхазский рынок. Ну, понимаете, с 2015 или 2014 года, можете ошибаться, здесь пришли такие крупные туроператоры, как Библиоглобус, Пегас Туристик, Интурист, там. И они начали задавать новые такие тренды, тоны задавать начали, которые, конечно, это другие условия, другие ресурсы. Но в основном сегодня под жесткое квотирование дают некоторые ательеры, то есть объекты. Но многие считают, что на абхазском рынке, что ательеры снижают цену. Абсолютно ательеры ничего не снижают. Ательер продает свои услуги туроператору. А туроператор уже использует ряд маркетинговых каналов, которые есть для того, чтобы максимально смог привлечь аудиторию и максимально смог продвинуть те или иные объекты, которые он взял как под жесткую квоту, чтобы максимально также извлечь прибыль. Конечно, вы можете задать вопрос, а как за счет 600 рублей, 500 рублей или там 300 рублей, некоторые даже 300 рублей озвучивают, здесь слышим. На самом-то деле это делается в межсезонье, такие месяца, как апрель, май, да. ну, еще июнь. Но во все времена года июнь такой у нас слабый летний месяц. Это стартовый месяц, можно сказать, в сфере гостеприимства для Республики Абхазия последние 10-15 лет, если даже 20 лет, если мы будем брать. Но несмотря на это, на мой взгляд, для чего это все делается? Для того, чтобы на российском рынке сегодня даже тем же туроператорам невыгодно чартеры организовывать. То есть они начинают пользоваться регулярными рейсами. То есть они полетные программы, когда формируют, то есть в российском законодательстве есть понятие формирования турпродукта. Турпродукт состоит из двух основных услуг. Это перевозка и размещение. То есть турпродукт, когда формируется, две эти услуги должны быть за одну цену реализовываться. Есть понятие еще в России по выездному туризму. Вот как раз туроператоры, кто по выездному туризму работает, они в реестре по выездному туризму находятся. То есть они для того, чтобы в этот реестр попасть, должны фингарантия получать, и на основании этого они в реестр попадают. Помимо этого еще от туристских потоков они должны отчислять в турпомощь, какие-то отчисления там они делают. Ну, все эти механизмы, которые можно изучить в открытом доступе, вот в том числе такой туроператор, как Библиоглобус. Ну, здесь Известно. Да, известный, в абхазском рынке уже более 10 лет находится, можно сказать. И вот они как раз, их и обвиняют, что сегодня они как раз один из тех, кто демпингует, но для разъяснения, демпинг происходит не на территории Республики Абхазия. Демпинг происходит на территории Российской Федерации. То есть между туроператорами. Это проблема между туроператорами, между поставщиками. Конечно, какая-то аудитория к ним может обращаться для того, чтобы размещаться в тех или иных объектах, где они сегодня имеют договора с определенными коллективными средствами размещениями. Но в процентном соотношении же это небольшое количество, если брать. Ну, скажем, если у нас сегодня там цифры разные, кто-то озвучивает, что у нас более 50 тысяч койко-мест, хотя о номерах тоже трудно пока говорить, и порядка, по-моему, 6 или 7 тысяч, по-моему, они сегодня имеют как общую квоту от этого всего туристического потока.
Но, на мой взгляд, это все делается... Около для того, что- 6-7? Да, до 6-7 тысяч койко-места. Ну, то есть по их отелям, с которыми они выкупили, да? С которыми они сотрудничают. Но это мировая практика тоже, понимаете. Сейчас просто хочу тоже вам сказать, вот если брать Республику Турцию, то для того, чтобы Турция могла максимально заполнять свои отели, у них даже есть понятие субсидирования. То есть они даже для туроператорам определенные ресурсы дают там, по авиаперелетам. Но эта страна себе может позволить. Да, у нас сегодня аэропорт открылся, да, частично уже там какие-то железнодорожные пути. То есть это все имеется в виду со стороны Российской Федерации. Но с других-то стран к нам никто не прилетает, никто не приезжает на поезде. Единственный поставщик, то сегодня это Российская Федерация и российские участники, которые сегодня формируют турпродукт, или люди, которые приезжают. Это касаемо туроператорской деятельности. Помимо туроператоров есть такие отельные агрегаторы, как ну, вы помните, да, был Booking, там сегодня закрыт для Российской Федерации, не закрыли даже наше направление, то есть не продают наши отели сегодня. Но вместо этого букинга сегодня есть островок, Суточнару, Ну, там букинг для всей России, по-моему, закрыл. да, все России Для закрыты, всей и они не России. могут. Даже если какое-то время, даже позапрошлом году, граждане Российской Федерации, они могли через букинг приобретать наши отели. Но Да, с прошлого года эти отели даже не могут, уже не видят, даже в виде рекламы они как-то, насколько знаю, закрыты. Ну, да, помимо них появились другие участники. Даже Яндекс Путешествия сегодня занимается бронированием, Озон, там вот это, Валберс, там, они все тоже постепенно создают. Ну и, конечно же, прямые сайты. Почему демпинг происходит, если так говорить, я имею в виду со стороны туроператора, почему так происходит? Конечно, здесь мы чуть-чуть допускаем ошибку при заключении договора с Ты имеешь в виду туроператорами или ательеры, которые, да, отели? ательер, когда заключает договор с туроператором или с агрегатором, ательер, если заинтересован продавать свои номера и максимально получить прибыль, и эту прибыль направить, если он хочет на развитие, на инфраструктуру, конечно, он здесь уже при заключении договора он будет говорить о цене паритета. То есть, что он заключил там, допустим, с туроператором договор, но это ательер, который, допустим, сейчас на примере, если у ательера, допустим, 100 номеров, а туроператору он дал 30 или 40 номеров. Агрегатору там дал тоже где-то 20-25 номеров. А остатки, вот эти номера, он продает через свои каналы продаж. Ну, у него есть свой отдел маркетинга, отдел продажи, он занимается своими каналами продажи. То тогда здесь он уже будет говорить, что тому же туроператору или агрегатору, что ниже цены моей ты продать не можешь. И вот здесь уже закон о паритете цены должно быть. Вот этот закон сегодня абхазское государство должно разрабатывать. Даже если туроператоры сегодня берут 100% квоту, но я думаю, что рано или поздно ательеры дойдут, поймут, что когда-то надо самим заняться и самим регулировать процессы, каналы продажи, использовать те ресурсы, которые ранее у нас не были, сейчас то, что у нас появилось. Но В частности, интернет, я так понимаю. да, но сегодня это не делается в связи с тем, что нету поддержки малого или крупного бизнеса, там, то, о чем мы говорим, какие-то, да, там, льготы, там, мы всегда, недавно мы с вами, да, бурно обсуждали соглашение, там, понятно, но мы очередной раз хотели предоставить кому условия Внешнему игроку, крупным да. мы хотели Еще предоставить. Но в данной не ситуации, мы. да, в данной ситуации пострадали же от деятельности крупного туроператора не крупные ательеры, которые там имеют, допустим, уже которые вложили, да, вот эти братья с Чинава, которых обсуждает вся Абхазия практически. Но не у них же проблема, а проблемы возникают у других отелей, которые там номерной фонд не превышает там 30 номеров, так скажем, да. Им тоже нужно где-то бассейн пристроить, где-то там еще какую-то детскую площадку сделать, где-то там кухню обновить там или что-то другое создать. Вот здесь как раз должен быть закон о поддержке малого предпринимателя или бизнеса в этом направлении. И вот когда-то ательеры, конечно, когда поймут эти крупные, что на самом деле пора уже ограничивать в квотировании туроператора, когда Абхазия максимально будет продвигаться и будет привлекательность со стороны
с аудиторией, откуда поставляется турист, то тогда, конечно, уже вот эти механизмы понадобятся для того, чтобы правильно продавать. Такого рода проблема была на российском рынке, только ФАС не поддержал. Вот здесь ательеры выступили против. Ну, вы можете погуглить или в Яндексе где-то посмотреть. То есть вспомните, да, Booking выступил для того, чтобы ательеры не снижали цену. То есть ательер, он имеет право снижать цену, он непосредственно производитель этих услуг. Как хочет, так и он продает, да. знает свою себестоимость, он с какой целью снижает, там, привлекает, знаем. А так, для чего? А вот ФАС как раз сказал, что обращением ательеров это было правильно, со стороны Booking это неправильно, и запретили. Но многие-то не понимают тоже в Абхазии, я когда со многими разговариваю, здесь наоборот, ательер выступать будет, говорить, что посредник его ниже продавать не может. То есть он дает условия договора как? В основном те, которые туроператоры или агрегаторы, которые приходят, они за это получают комиссию. 20% или там 15%, в зависимости, какую комиссию устанавливают. Ну, это краткосрочное вообще соглашение, которое, ну, на один курортный сезон, так скажем, летний курортный сезон. В основном туроператорам тоже интересны те месяца, которые у нас сегодня активны. Это июль, август, сентябрь. Ну, сейчас, чтобы сказать какой-то, когда они приходят, они всегда говорят, что мы готовы там ваши объекты загружать чуть ли не 365 дней. Но в отельном бизнесе такого не бывает. Там, если отель загружен более там 150 до 200 дней, то в основном 200 дней это происходит в мегаполисах, где там какие-то деловые центры, вы понимаете, да, где Бутиковые там. да, ну, для летнего курортного сезона, если будет составлять 150 дней, для нас это на самом деле большие показатели. Даже 100-120 дней, 100% загрузка, это будет эффективно для развития, для отрасли Республики Абхазия. Ну, я постарался вкратце. Очень большое тебе спасибо за такой подробный, профессиональный такой анализ. Спасибо и информацию. Сейчас позвольте передать слово Ахре Арста. Ахрам, как ты анализируешь ситуацию в туристической сфере? И еще, прежде чем передам тебе слово, хочу еще раз тебя поблагодарить за то, что ты всегда к нам приходишь и цели выбираешь для наших бесед. Спасибо. Добрый день. Я тоже хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали темы, касающиеся наших ценностей, наших абхазских морально-нравственных принципов. И это основа, это фундамент нашего государства. И я хочу предложить более широко подойти к вопросу туризма. Дело в том, что есть тема, например, что мы хотим обсудить, для чего Абхазии нужен туризм, как, под каким углом на это смотреть. Есть, например, цель заработать богатство, потом их там распределить. Или же есть другая, более главная цель для нашего народа, это сохранить нашу культуру, наш народ, наш язык, наши традиции, наши памятники архитектуры, нашу природу и наши святыни. И о том, что правильно определить цель, об этом говорили даже древние философы, такие как Аристотель. Когда у вас правильно определена цель, а наша задача сегодня номер один — это сохранить народ, сохранить нашу землю, сохранить наши морально-нравственные принципы и сохранить наши святыни. И уже для этого, да, нам нужны деньги. Как заработать эти деньги, как подходить к вопросам туризма, потому что туризм сам по себе — это не только путешествие, это огромный приток людей, иностранцев в основном. И они соприкасаются в первую очередь с нашей землей,
с нашей культурой, с нашими памятниками архитектуры. И туризм сейчас проникает везде. Если вот советский период Астамбул вспомнил, в основном озеро Рица, да, как-то там Ну, было. Афон потом. А сейчас туризм, он идет более широкими шагами, пытается проникнуть везде. И возникает вопрос, а как нам на это смотреть? Нам надо думать не о том, чтобы тут по 5 миллионов туристов было. Цель же не просто думать только о богатстве и деньгах. И на сегодняшний день государственная политика в области развития туризма, культуры, архитектуры, она должна представлять цельную программу взаимодействия и туризма, как будет взаимодействовать туризм с теми же крестьянами нашими. Вот ты же тоже пример приводил, как в Италии. Это я пример проводил Да, до то есть начала записи. И мы должны все это, для нас, я считаю, главное, это сохранить нашу землю, раз, потому что она действительно наполнена духом. Это не просто страна души, это душа. Душа идет от Бога, она душа не возникла просто так. И если мы хотим сохранить землю, сохранить народ, сохранить все, что у нас есть, наше богатство, значит, любой подход государственный он должен включать комплекс мер. Ну вот сейчас Бадра Гумба недавно избрался, мы надеемся, что он или послание будет, да, там парламенту, какая будет политика, значит, в государстве, внутренняя, внешняя, по экономике. Все. Там, я надеюсь, что мы это услышим. А то, что касается таких вопросов, как, если брать отдельно туризм, отдельно, да, вопросы, возникающие по демпингу или иные вопросы, мы все с этим же столкнулись недавно. И когда крупный капитал, он действует вот в таких малых странах, как Абхазия, как слон в посудной лавке, к сожалению. Потому что крупный капитал, за каждым крупным, например, или туроператором, или сетью ателье, или, значит, вопросы, связанные с доставкой туриста, стоит большая финансовая группа. Это или банк, или там сеть банков, которые рассматривают всю цепочку как единое целое. То есть их задача выдать кредит, например, там 5 миллиардов, и получить прибыль. И этот кредит может быть выдан там, на 5 лет, на 10 лет. Они могут, например, работать какой-то период в убыток, следующий период, значит, получить прибыль.